тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Послесловие с Азаматом Саитовым. Добрый день. В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москвы». Авторская программа «Послесловие». Студия Азамат Саитов. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютубе. Итак, мы начинаем. С нынешнего понедельника в стране начинается новая телевизионная эра. Сегодня первые 7 российских регионов переходят от аналогового к цифровому вещанию. На очереди другие, в числе которых и Башкортостан. Для нашей республики срок жизни по вчерашней технологии отмерен до лета. Ну что ж, все логично. Новому времени, новое телевидение, как говорится. Но означает ли это, что на наших с вами голубых экранах вовсе исчезнет региональное вещание? Вопрос принципиальный. Особенно для нашего многонационального региона, где программы башкирского спутникового телевидения оценивают без привязки к более качественной картинке. У меня сегодня в гостях Рустам Зарафуддинов, генеральный директор государственного унитарного предприятия ГТРК «Башкортостан». Добрый день вам, Рустам. Здравствуйте, здравствуйте, Азамат, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рустам, ну прежде... Поговорим, наверное, о самом башкирском спутниковом телевидении. Что сегодня из себя представляет главный телеканал республики? Коллектив, контент, главные критерии вещания. Сегодня я сразу оговорюсь, я всегда настаиваю на том, что наше предприятие — это не только телеканал БСТ. У нас в составе холдинга 3 телеканала, помимо БСТ это телеканал Курай музыкальный и детский телеканал Тамыр, да. Тамыр, да. Плюс 3 радиостанции. В этом отношении мы с вами, конечно же, тоже коллеги. Ну, разумеется, БСТ, так сложилось исторически, что БСТ это такое центровое ядро и брендовое, и, что называется, ментальное, которое воспринимается нашим населением как основное средство массовой информации электронное в нашем регионе. Сегодня телеканал БСТ один из крупнейших региональных телеканалов Российской Федерации и один из самых успешных. Успешных по самым разным критериям. Когда говорят об успешности СМИ, во многом, разумеется, речь идет о телесмотрении и монетизации, потому что то ли к счастью, то ли к сожалению, телевидение сегодня — это история коммерческая. Вот. Но мы, как главный государственный телерадиоканал, как главный государственный телерадио СМИ нашей республики, стараемся все-таки тему коммерциализации выводить на второй план, потому что для нас, как для региональщиков, важнее всего, конечно же, это донести тот контент на русском и башкирском языке, который сегодня востребован среди нашей аудитории. Рустам, а вы не пытались как бы так вычленить коммерцию и журналистику? Какой процент? Да нет, мы на самом деле не пытались, и это делать невозможно, потому что в любом случае от коммерции мы отойти не можем. Мы государственное, но тем не менее предприятие унитарное, мы коммерческое, по сути, предприятие. И вот зачастую нас иногда обвиняют в каких-то вещах коммерческих, забывая о том, что мы призваны в том числе и сами на себя зарабатывать деньги. Мало кто знает, что, в принципе, тот бюджет, который отпускает республика на содержание телехолдинга, телерадиохолдинга, будем говорить так, он недостаточен. То есть надо учиться и зарабатывать самим. Разумеется. Я не буду жаловаться на то, что нам не хватает государственного финансирования. Оно последние несколько лет такая константа, но мы четко планируем свои расходы, четко понимаем, что с нашими доходами. И, конечно же, для того, чтобы предприятие функционировало полноценно, полностью и качественно, мы часть денег, часть бюджетов должны добирать, что называется, на рынке. И делаем это достаточно успешно. Есть такой показатель Power Ratio. Медийщики знают хорошо, что это за показатель. Показатель твоей доли на рекламном рынке региона к твоей доле СМИ. То вот по этому показателю телеканал БСТ является одним из самых успешных в Российской Федерации, включая и федеральные каналы. Поэтому, да, мы зарабатываем, это совершенно нормальная практика, но при этом понимаем, что
для нас первостепенная задача — это, конечно же, информирование населения республики о социально-экономических, общественно-политических процессах, происходящих на территории. Я, конечно, знаю и стилистику ГТРК «Башкортостан», и топовые передачи, но, тем не менее, вынужден в какой-то мере, наверное, становиться на позицию обывателя. Вот если, скажем, возникнет необходимость нарисовать эдакий такой, паспорт ГТРК Башкортостана на сегодняшний день. Каких передач больше всего, почему и какую задачу ставит руководство перед творцами? Я отвечу сейчас на этот вопрос. Спасибо за него. Очень интересный. Мне всегда интересно говорить на эту тему. Что такое БСТ? Вот на секундочку отмечу, что с прошлого года официально такого выражения, как башкирское спутниковое телевидение, такого бренда не существует. Мы отошли от него, сделали это совершенно осознанно. Почему? Потому что мне показалось, после того, как я возглавил компанию, мне показалось, что расшифровка вот этой транскрипции БСТ, башкирское спутниковое телевидение, не несет в себе какого-то такого смысла, который охарактеризовал бы нас как канал с какой-то миссией. Что такое башкирское спутниковое телевидение? Спутник — это созданный на Земле объект связи, который летает в воздухе по земной орбите и просто передает сигнал. Какой смысл идеологически заложен в слово «спутник», непонятно. На начальном этапе создания компании это было очень важно, потому что это показывало, конечно, масштаб, и сегодня действительно с помощью спутниковых систем телеканал БСТ можно смотреть практически на всей территории Российской Федерации, на многих территориях стран СНГ и даже зарубежных стран, но все-таки сегодня нам хотелось бы говорить, в том числе и в названии своем, о том, кто мы такие. Поэтому мы поменяли документы, и сегодня называемся просто БСТ, без всяких расшифровок. А вот расшифровки мы уже закладываем для самих себя, в первую очередь, для того, чтобы мы видели те цели и задачи, которые ставим перед собой ежедневно. Ну и как вы для себя расшифровываете аббревиатуру? Сегодня это не спутниковое телевидение. БСТ сегодня это современное, семейное, социальное, спортивное телевидение. Оно совершенно разное, потому что БСТ — канал универсальный. Мы отличаемся от многих наших федеральных коллег. Мы не работаем на какую-то нишу в демографическом разрезе, как это делает, например, канал ТНТ, который работает на молодежную аудиторию. Мы не работаем как канал РЕН, который делает ставку на мужскую аудиторию. Мы не работаем как канал СТС или домашний, которые, наоборот, работают более на женскую аудиторию. Мы сегодня должны быть в какой-то части важны, интересны и востребованы абсолютно среди всех слоев населения, среди всех групп. Это и дети, это и подростки, это и экономически активное население, и это, разумеется, наше старшее поколение. И сегодня в эфире нашего телеканала каждая из этих групп может найти программу для себя и под себя. Что называется. Хорошо. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие». У меня в гостях Рустам Зарафутдинов, генеральный директор государственного унитарного предприятия ГТРК Башкортостан. Рустам, вот я сидел, слушал тебя и так подумал, что вот региональная телерадиоиндустрия, она построена, конечно, да, я с тобой согласен, на несколько других принципах, чем те же федеральные СМИ. А вот на одних, я понимаю, конечно, на одних развлекательных шоу и скандальных новостях аудиторию не удержишь. Нужен, наверное, особый стиль разговора. Вот иная подача идеям важна, наверное, особенно для вас, регионалов, обратная связь с аудиторией своей. Вот насколько это трудно вещать не в формате, вот говорит и показывает Москва, а в формате говорит и показывает Уфа? Ну, во-первых, я могу сказать, что принципы формирования и программной политики, и непосредственно самой эфирной сетки сегодня, они достаточно шаблонные, универсальные в зависимости от того, какой канал ты создаешь. И мы не отличаемся сильно категорически от наших федеральных коллег, потому что в любом случае есть предпочтение аудитории в зависимости от дня недели,
в зависимости от времени года, в зависимости от времени суток. И мы, конечно же, этим принципам должны их придерживаться и исследовать им для того, чтобы собирать в определенные тайм-слоты максимально возможную аудиторию. В этом плане мы, конечно же, несколько похожи на федеральных коллег. Но, конечно же, ни одна региональная станция никогда не будет работать, как работает Первый канал или как работает ВГТРК. Почему? Потому что стоимость одного выпуска шоу проекта «Голос» может составлять по объему бюджета. Ну, понятно, понимаем, что... Да, нет, я имел в виду, когда говорил скандальное шоу, не про «Голос». «Голос» — это как раз-то ведь универсальный продукт, который, скажем, востребован любым человеком, возможно, в чем-то. Я говорю о скандальных шоу типа Малахова, где крик, где грязь, да, где постельные подробности. Ну, такое, например, я думаю, что не увижу на экране БСТ. Я прав? Ну, если вы смотрите телеканал БСТ, а вы, я знаю, что в любом случае следите. Смотрю. Поэтому мне сложно с вами общаться как с обывателем, но тем не менее. Конечно же, этого на канале БСТ нет. Конечно же, нет. И я думаю, ну, это же вроде, с одной стороны, рейтинг. Да. Так и хочется вроде бы как вот, слушайте, потрясти грязными трусами в эфире. Потрясти грязными трусами в эфире проще всего, поверьте мне. Проще всего. Согласен. Абсолютно. Тем более сегодня жизнь такова, что грязных трусов предостаточно в нашей жизни. И когда я говорил о том, что в самом начале, о том, что мы для себя первоочередную задачу ставим не зарабатывание денег, а какие-то другие важные смыслы, я как раз-таки говорил об этом. Сегодня нам было бы проще создать пару-тройку вот подобного рода проектов, где люди ссорились, скандалили бы, выносили тот или иной ссор из избы, это бы действительно смотрели, к сожалению. Сегодня подобного рода проекты пользуются популярностью значительной части аудитории, и это бы значительно повлияло на долю телесмотрения телеканала БСТ, соответственно, значительно повлияло бы на рост наших рекламных доходов. Но мы этого не делаем. Почему? Потому что понимаем, что мы социальное, семейное свое телевидение, которое должно сеять вот это вечное и доброе. Кто, если не мы? В такой большой, в такой мощной, при этом многонациональной, поликонфессиональной республике должно быть такое ядро, которое объединяло бы всех, и которое бы действительно несло с экранов телевизоров. Хорошо, какие вот, скажем, 3, 4, 5 принципов, главных принципов, которых будет придерживаться именно региональное телевидение в лице БСТ? Это всегда актуальность, это всегда профессионализм, это всегда оперативность, это всегда хорошая картинка. В нашем случае это еще очень хороший язык. Народность? А это все, понимаете, ментальность народная, она вот абсолютно во всем. Ментальность нашего народа, ну, можно долго говорить об этом, спорить. Ментальность, она тоже разная. И она зависит от и территории. Ментальность жителей Чукотского автономного округа, я думаю, она несколько отличается от ментальности жителей Республики Башкортостан или любой другой территории. Мы, конечно же, это в своей работе используем. И профессионализм здесь как раз-таки в первую очередь. Наши редакторы, наши режиссеры, наши продюсеры, наши операторы должны понимать, какой контент нужен нашей аудитории, о чем мы должны говорить и каким языком мы с ними должны говорить, на каком языке. Я имею в виду сейчас не русский, башкирский, татарский или чувашский, любой другой язык. Это как раз-таки язык общения, язык понимания друг друга. В этой части мы стараемся даже не столько следовать запросам аудитории, сколько быть законодателями этого всего. Мне хочется, чтобы люди, включив телеканал БСТ, видели красивую, добрую, яркую, созидающую республику, себя, своих соседей, своих друзей, своих соплеменников, сородичей и граждан своей родной республики. Я вот однажды, когда выступал перед студентами, я им рассказал такую, вернее, свою гипотезу, а потом сам подумал, прав я или не прав. Вот, рассуди, пожалуйста, мне, Рустам. Вот сегодня и вчера, и вообще, если брать аналогию с газетами, сегодня в глубинке люди, выписывая какие-то топовые федеральные издания печатные, они, тем не менее, забывают подписаться на местную газету. Парадокс. Вроде там язык такой
простой, местами корявый, темы скучные. Но почему-то каждая семья выписывает именно свою районную газету. Вот не в этом ли кроется, может быть, феномен местного телевидения, что его смотрят, потому что это телевидение, ну, о том, что происходит за соседним забором. Я утрирую, конечно, но тем не менее. Мне сложно назвать. То есть те же вроде как знакомые лица, может даже в чем-то даже родные лица, тоже, скажем, говор, тоже язык, те же события, которые, скажем, вот буквально носятся вот от двора к двору. Нет? Вот здесь сложно мне ответить утвердительно, положительно на эту реплику вашу, Азамат. Почему? Потому что я все-таки настаиваю на том, что да, канал БСТ — это свой родной башкирский телевизионный канал. Просто у нас республика очень большая, она действительно огромная. Нет, я к тому же, извини, перебиваю, что не надо, может быть, делать упор на смотрибельность, на картинку, на профессионализм съемки, монтажа. Нет, и это тоже, конечно, обязательно нужно. То есть во главу угла выносить не те приоритеты. Ну, без этого невозможно сегодня. Ну, невозможно без этого сегодня. Почему? Потому что мы видим, какой набор телевизионных каналов сегодня есть в широком доступе у подавляющего большинства жителей нашей республики. Потребитель всегда платит рублем в магазине, потребитель всегда платит своим вниманием в телевизоре, ну и в радио тоже. Но в телевизоре сложнее, чем на радио, потому что на радио есть только звуковой контент, а телевидение — это всегда в первую очередь картинка. Поэтому говорить о том, давайте мы просто будем разговаривать с нашей аудиторией на одном языке, а все остальное не так важно. Нет, к сожалению, сегодня рынок телевизионный настолько конкурентный, что нужно учитывать абсолютно все. Абсолютно все. И качество картинки здесь, конечно же, один из основополагающих элементов. В этом отношении могу сказать, что мы сделали достаточно серьезный шаг вперед, как главный телеканал республики. Мы, по большому счету, вот уже с начала этого года в кабельных сетях, в большинстве кабельных сетях в нашей республике вещаем в формате высокой четкости. Я думаю, что зрители, которые смотрят нас по кабелю, это изменение картинки заметили. Хорошо, это действительно важно, потому что когда ты переключаешь с 20-го канала на 21-й, и у тебя на 20-м Муз-ТВ клипы, музыкальные клипы в хорошем высоком качестве, да, а на 21-м картинка на БСТ плыла, это не очень, что называется, радовало глаз. Хорошо, ладно. О преимуществах цифры, аналога, минус аналогового телевидения мы поговорим чуть позже, в второй половине. Я намеренно хочу сегодня вот просто поговорить о том, чем же, скажем, близко человеку его местное телевидение. Вот я признаюсь, я с некоторых пор начал отдавать предпочтение новостям, которые выходят на БСТ, нежели, скажем, на башкирских вестях. И вот причина-то очень проста. Ваши ведущие, ваши журналисты называют республику нормальным названием — Башкортостан. В то время как, увы, коллеги в башкирских вестях, да простят они меня за то, что они тоже мои добрые друзья, но они все-таки снисходят до слова такого легкого и простого Башкирия. Я подумал, вот над чем. Почему Татарстану мы постоянно завидуем? Почему Казань всегда впереди нас? Не в том ли, что они не позволяют никому называть свою республику Татарией? Только Татарстан. И даже приучили к этому Москву. Мы же, наоборот, принимаем вот этот московский сленг пренебрежительный, для которых, может быть, за МКАДом нет жизни. Одна провинция какая-то. Я понимаю. Я ошибаюсь? Вы и правы, и ошибаетесь одновременно. Почему? Потому что я считаю, что не самое важное и не самое главное, как мы произносим название нашей республики. Согласен, Рустам, потому что и вы, и башкирские вести, ваши коллеги, вы государственные СМИ, и вы обязаны приучать общество, может быть, к правильному пониманию статуса той местности, в которой они проживают. Знаете, мне кажется, что в данном случае важнее не то, как нас будут называть наши гости и не гости из других регионов Российской Федерации, Башкортостаном или Башкирией. Главное, чтобы они понимали, что Рустам, вот в этом это один у нас... из ключевых регионов Российской Федерации. И наша задача сегодня, что называется, как Ради Фаридович сказал, «Безъяк шарак булдыра», вот
вот заняться вот этим. Нет, Рустам, я все-таки... название это... Нет. Хотя, я согласен, мы, конечно же, стараемся в нашем эфире произносить слово Башкортостан. Для Дьявол нас... кроется в мелочах. Вот поэтому я просто подумал, но почему... это, согласен с вами, но это не единственная мелочь. Я понимаю. Это не единственная мелочь. Это один из факторов только. К сожалению, конечно, и наш новый брио главы тоже иногда допускает выражения, которые, наверное, за последние 10 лет жизни в Москве приклеилось к его, скажем, обиходу к словарному запасу Башкирии. Нет, иногда выговаривает, но я думаю, что он, как человек, который отвечает за то, что мы должны больше любить свой регион, может, это тоже... Вот это ключевое, надо его любить. И уважать. Больше любить и уважать, да. А так, если для вас уважение и любовь проявляются не только, в том, как называть... В частности, это я просто делал кроется мелочи. Да, но мы сейчас ушли в полемику, которая несколько далека. Ну да, но это тоже, понимаете же, из разговора, как строится язык и общение УБСТ с народом. Нет, здесь я подтверждаю, да, мы стараемся в нашем эфире произносить слово Башкортостан, а не Башкирия. Мы стараемся. Ну, иногда мы, конечно же, говорим, все понятно. но очень редко. Рустам, мы теперь должны уйти на несколько минут на федеральные новости. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов, и у меня в гостях Рустам Зарафутдинов, генеральный директор государственного унитарного предприятия ГТРК Башкортостан. Не уходите далеко от своих приемников. Мы вернемся буквально через тройку минут. В Москве 13 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. В Кремле назвали личным мнением Владислава Суркова его статью в «Независимой газете», где он написал, цитирую, «историческую роль большой политической машины Путина». Помощник президента считает, что эта политическая модель, скорее всего, станет эффективным, вновь цитата, средством выживания и возвышения российской нации на предстоящее столетие. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, есть сторонники и оппоненты подобной точки зрения. Президенту будет доложено об этой статье в рамках общего дайджеста СМИ. У американских властей могут возникнуть вопросы к Татьяне Навке из-за проблем с налогами, когда она жила в США, утверждает газета «Гардиан» и Центр «Досье». Это расследовательский проект Михаила Ходорковского. По некоторым данным, Навка скрывала свои реальные доходы, незаконно пользовалась налоговыми льготами и не погасила ипотеку. Сама фигуристка отказалась отвечать на вопросы «Гардиан», обвинила издание в необъективности и заявила, что расследование о счетах содержит неточности. Она также отметила, что журналисты раскрывают ее личную информацию, что в России, США и Великобритании преследуется по закону. Татьяна Навка переехала в Америку в 90-х годах вместе с мужем и тренером Александром Жулиным. Она постоянно жила в США с 2006 по 2015 год. В Совете Федерации больше нет сенаторов с сомнительным прошлым, утверждает спикер Палаты Валентина Матвиенко. По ее мнению, арест сенатора от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова выпадает из общей ситуации. Матвиенко добавила, что Совет Федерации внесет изменения в действующую процедуру проверки кандидатов, а сейчас этот вопрос обсуждается с правоохранительными органами. 52% россиян считают, что чиновники врут о положении дел в стране. Еще 33% респондентов уверены, что чиновники иногда говорят правду, а иногда врут. В правдивость руководства страны верит лишь 12% опрошенных Левада-центром, отмечает газета «Ведомости». Администратор паблика ВКонтакте, омбудсмен полиции Владимир Воронцов подал иск против социальной сети из-за того, что та раскрыла его персональные данные, рассказал в телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, соцсеть по запросу полицейских, которые сейчас судятся с Воронцовым, предоставила все имеющиеся данные. Чиков опубликовал ответ ВКонтакте на запрос МВД, в котором указаны подробные сведения о Воронцове, включая имейл, телефоны и IP-адреса. Новые торговые палатки и ларьки в Москве не появятся, заявил РИА, источник городской мэрии. По словам собеседника агентства, в Москве система мелкой торговли уже сформирована. Как стало известно, Минпромторг предлагает вернуть на улицы городов ларьки и автолавки. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в конце прошлого года. В первом чтении его планируется рассмотреть в ближайшую среду, 13 февраля. Знаменитый футбольный тренер Жозе Муриньо в марте станет ведущим программы на телеканале «Арти». Она будет называться «В поле зрения Жозе Муриньо». Он будет давать прогнозы на предстоящие игры и делиться экспертным мнением о матчах Лиги чемпионов. Португальский специалист уже сотрудничал с «Арти». Летом прошлого года он работал над спецвыпусками, посвященными чемпионату мира по футболу, напоминает Интерфакс. Представитель Эрмитажа обратился в полицию, обнаружив в книге отзывов и предложений запись о готовящейся краже картины. Полиция выяснила, что запись ради
шутки оставили 3 студента. С ними уже провели профилактическую беседу. В Москве в ближайшие сутки облачные и небольшие осадки. Ночью около 0, завтра днем до +3. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Такого в Уфе еще не было. Функциональный тренинг e-cycle, клубный звук и свет, датчики активности и продвинутые тренеры. Мы позаботились обо всем. Вам нужно позаботиться только о собственном теле. GetBet. Фитнес-студия нового формата. Узнай больше и получи 2 бесплатные тренировки на getbet.ru. 18+. 13 февраля в 19 часов в гостинице «Уралтау» на Гоголя 72 пройдут 5-е дилетантские чтения в Уфе с политиком Евгением Ройзманом и заместителем главного редактора «Эхо Москвы» Максимом Курниковым. Тема чтений – Александр Македонский, кумир или супостат. Приобретение билетов на сайте kassa.ru или в кассах города. Подробности по телефону 299 02 99. Количество билетов ограничено. Информационный партнер profu.ru 12+. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Рысь. Хелеухен. Дикая рысь. Карагай. Хелеухен. Дикая рысь. Карагай. Хелеухен. Дикая рысь. Карагай. Хелеухен. Жителя Бакалинского района покусала дикая рысь. Бакалы районында яшәүсене карагай хелеухен тешләгән. Жителя Бакалинского района покусала дикая рысь. Бакалы районында яшәүсене карагай хелеухен тешләгән. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Я, Азамат Саитов, и у меня сегодня в гостях Рустам Зарафудинов, генеральный директор государственного гуманитарного предприятия КДК «Башкортостан». И тема, которую мы с ним обсуждаем, это начало сегодняшнего дня телевизионной цифровизации страны. Напомню, что уже 7 регионов сегодня России перешли на цифру, на очереди другие, в том числе и Башкортостан, и жить региональным телевизионщикам в старом формате отпущено до лета. Вот, Рустам, мы с тобой профессионалы-телевизионщики, поэтому вопрос, что называется, в лоб. Цифровизация отрасли в России была неизбежна. БСТ, естественно, не может оставаться в стороне от прогресса, это мы все понимаем. Попытки региональных телевизионщиков войти во второй мультиплекс в прежние годы, увы, успехом не увенчалось, а переход на цифровое вещание, между тем, имеет четко прописанные даты. И что дальше для БСТ? На самом деле для БСТ принципиально ничего не поменяется. Потому что этот очень важный месседж и посыл, который я хочу сегодня озвучить. Жители Республики Башкортостан смогут и дальше смотреть эфир телеканала БСТ. Сложно, конечно, в радиоэфире объяснить все тонкости и премудрости вот этого перехода, технически, как это все происходит. Я, если честно, сам не до конца все понимаю, потому что
не то чтобы далек от этой темы, тему я эту знаю хорошо, очень плотно, и активно ее изучал еще на своей прежней работе, когда был на госслужбе. Но просто поверьте, телеканал БСТ как был, так он останется. Нет, Он останется. сегодня будет достаточно много, скажем, таких вот новостей о том, что да, вот цифры, вот приставки, малоимущим покупают, устанавливают. Давай простым языком объясним. До сегодняшнего дня, даже нет, до июня. До 3 июня, да. Башкирское 3 июня. Башкирское семейное телевидение или социальное телевидение, мы говорим теперь так. Современное телевидение, оно вещает сегодня как? Вы даете сигнал на спутник. Мы даем сигнал на спутник, со спутника сигнал падает на специальные ретрансляторы на территории всей республики расположенные. И не только в республике. И не только в республике, да, у нас есть такая технология, по такой технологии мы вещаем еще и на части поэтому БСТ области. называлось спутниковым телевидением. Ну да, именно так. Это исчезнет? Нет, это не исчезнет. То есть, это не исчезнет. То есть тот же спутник, он будет болтаться там наверху и также будет принимать сигналы. Я очень надеюсь, что спутник будет не болтаться все-таки, потому что болтающиеся спутники — это бича проблемы нашего времени. Я по-народному сказал. Я очень надеюсь, что спутник, на котором мы сейчас присутствуем, кстати, мы поменяли спутник на отечественный, вот, и сделали это так незаметно, что никто из наших спутник зрителей... это чисто башкирское, так сказать, вот это железо? Нет, конечно же. Это спутники специальные телевизионные, которые ретранслируют сигнал огромного количества средств массовой информации, в том числе и нероссийских. Вот, мы просто до этого висели на зарубежном спутнике, сейчас мы используем спутник наш отечественный. Но это все техника и премудрости, которые нашим зрителям знать, в принципе, я думаю, даже и неинтересно. Так что произойдет? Смотрите, 3 июня состоится последняя, 3-я волна отключения аналогового вещания в Российской Федерации, телевизионного вещания. Республика Башкортостан попала вот под эту 3-ю волну, поэтому у нас переход на цифру, он отсрочен. И даже не переход на цифру, потому что цифровое вещание, оно уже с прошлого года в республике, в принципе, ведется. И уже многие подключились к нему, и многие жители Башкортостана, которые смотрят первые 2 мультиплекса, здесь тоже сложно, да, что такое мультиплекс? Условно говоря, 20 каналов. 20 каналов. Просто человек в деревне, он даже не знает слова мультиплекс. Да, я понимаю. Вот у него телевизор. Давайте расскажу буквально за 15 секунд. Народным языком. Вот сегодня, если вы ловите обычный аналоговый сигнал первого канала или второго канала, на антенну, которая на доме, антенны, которая у вас на крыше или дома, то вы должны понимать, что вот этот канал занимает одну аналоговую частоту. Технологии ушли настолько далеко, что переход на цифру позволяет вот на этой одной частоте уместить сразу 10 телевизионных каналов. И, соответственно, после перехода на цифру вам будет доступно 20 телевизионных каналов, которые занимают всего лишь 2 частоты. Хорошо, на этой домашней антенне останется БСТ? Так вот, ситуация неоднозначная. Почему? Потому что все зависит от конкретной территории, конкретной местности. Отключение аналогового вещания в стране — это не значит запрет на аналоговое вещание. Аналоговое вещание сохранится как раз-таки для региональных каналов. В принципе, и некоторые федеральные каналы крупные не сразу отключатся от аналога. Я знаю о планах Первого канала, ВГТРК, НТВ в части населенных пунктов Республики Башкортостан до конца 2019 года аналоговое вещание сохранить. Но дело в том, что им с этого года федеральный бюджет прекращает субсидировать расходы на аналоговую связь и субсидирует только цифровую связь. Соответственно, если канал посчитает необходимым сохранить свое вещание в аналоге, но за собственный счет, он это сделает. Скорее всего, они, конечно, этого делать не будут. Для канала БСТ, в принципе, ничего не меняется. Мы как вещанили по аналоговой технологии, так и вещаем. Единственная разница. Люди, которые будут подключаться к цифровому телевидению, которые будут смотреть 20 каналов бесплатно в цифровом качестве. Хотя тоже вопрос, насколько цифровое качество будет качественным, потому что мы понимаем, что не до всех населенных пунктов Башкортостана этот сигнал дойдет. Но мы останемся в аналоге. И, соответственно, если все хорошо складывается, если у вас хорошо работает приставка, если передатчики цифрового телевидения и передатчики, которые ретранслируют БСТ, находятся примерно в одном направлении от вашего дома,
то вам, может быть, даже и менять ничего не придется. Телевизор сам автоматом настроит Иными сначала словами, 20 каналов, Рустам, а потом у вас будет БСТ. Иными словами, Рустам, вот я живу в Кумертау. Да. Или живу я в Баймаке. Да. У меня на крыше стоит антенна. Если вы живете в Кумертау, то, скорее всего, вы смотрите кабельное телевидение. Тогда вас вообще не касаются эти изменения. Вот, у меня на крыше дома стоит антенна. Я как принимал до 3 июня БСТ, я так и буду принимать его до конца года и в последующие годы. Да. Но, конечно, у меня не будет красивой цифровой картинки. Да, да. А остальное все будет. Это так. Именно это так. Тогда почему сегодня, когда идет массированное информирование населения страны о том, что вот какое-то счастье, цифра, качественная картинка, покупайте приставки, волонтеры вам принесут бесплатно, поставят, почему вы не защищаете свою аудиторию? Вы не объясняете им, что, ребята, ничего страшного, вы не потеряете нас в пространстве во времени. Я вас поправлю. На самом деле мы объясняем. Мы с осени прошлого года проводили массированную информационную кампанию у себя же в эфире, рассказывали об этом в новостях, сняли специальные ролики на русском и башкирском языке, где людям все это объясняли. Единственное, поймите и поверьте, опыт регионов, в частности Тверской области, Тверь первая в декабре полностью, как пилотный проект, перешла на цифру, опыт подсказывает, что люди начинают задумываться об этом, вот об этой проблеме, только когда у них на месте аналоговых каналов появляется черное поле. Сегодня жизнь такова, что у людей достаточное количество забот, помимо телевизора, помимо телевидения, поэтому мы планируем ближе к лету, в апреле-мае возобновить эту активную информационную кампанию для того, чтобы людям разъяснить, что нужно делать. Хотя сегодня и все средства массовой информации государственные, они в эту работу подключены, и газеты, и интернет, мы до людей доносим. Другой вопрос, что людям сейчас пока это неинтересно, не актуально. Актуально станет, когда 3 июня действительно утром проснется Иван Иванович из Кумертау, или Азамат Фазиевич, неважно, и увидит вместо... Да, и увидит черное поле вместо первого канала, второго канала или любого другого. Мы, конечно, не вправе и не можем, конечно, может быть, подвергать обструкции решения руководства России о переходе на цифру, но тем не менее, вот меня интересует вот такой вот нюанс. Понимаю, что взять вот Вологодчину, чисто вот такие вот русские регионы, которые, в принципе, до сих пор, местное телевидение тоже вещало на том же языке, о тех же проблемах говорил, но будет теперь получать московскую интерпретацию событий. Но все-таки есть у нас в большой многонациональной стране национальные регионы, для которых вещание на собственном языке — это вопрос принципиальный. Почему мы пришли к тому, что пытаемся унифицировать телевизионное пространство страны большой? Это не ошибка ли? Я лично считаю, что это ошибка. Мое личное мнение, разумеется. И это мнение не как директора телерадиокомпании, потому что действительно я сегодня преследую интересы нашего предприятия, и нам важно присутствовать полноценно в цифровом вещании. Я сейчас говорю в том числе и как житель нашей республики, и как обыватель. Разумеется, это ошибка, потому что люди должны иметь доступ к информации, к контенту телевизионному, не только федеральному унифицированному, но и местному контенту, и в том числе контенту на государственных языках регионов, в котором они проживают. Мы вот уже не первый год бьемся за право присутствовать в цифре. Борьба эта идет с переменным успехом, пока не очень в нашу пользу, хотя мы видим, за последние годы федеральным центром сделаны определенного рода шаги, предприняты, которые дают нам повод все-таки с оптимизмом смотреть в будущее. О чем я говорю? Я говорю о том, что сегодня БСТ нет ни в первом, ни в втором мультиплексе. То есть есть бесплатных 20 каналов и, по-моему, 3 радиостанции. В них нет канала БСТ. Поэтому мы остаемся в аналоговом вещании. Это позиция региона, это позиция, которую поддерживает руководство республики, понимая, что нам нужно свое родное телевидение и на русском, и на башкирском языках. Но у вас еще выходит передача на татарском, на чувашском, на других языках? У нас периодически появляются эфиры на разных языках. Мы
конфессиональный, мультинациональный регион, и канал мы тоже такой, разумеется. Так вот, до прошлого года была стена недопонимания абсолютная с федеральным центром. Нам говорили, вот есть кабель, вот есть другие среды, есть интернет, развивайтесь там. Если аудитория интересен и нужен ваш контент, они вас найдут в том числе и в интернете. Но у нас ведь в Башкортостане полнаселение не в интернете. Тоже спорный момент, я могу сказать, что... Тем более пожилое население. Мы, как крупный региональный телеканал, сегодня активно занимаемся переходом в интернет и активно развиваем это направление. За последние 2 года мы сделали действительно очень много, об этом, если останется время, я расскажу, это действительно принципиально важно. Но в прошлом году мы получили возможность вещать в эфире общественного телевидения России, делать врезки ОТР. Вот буквально сегодня я получил письмо от замминистра связи России господина Волина, в котором нас просят дать ответ, насколько нам это интересно. Они определили 2 раза в день, утром и вечером, по 2 часа. Единственная проблема, да, опять-таки проблема, так как вещание там будет происходить в рамках лицензии телеканала ОТР, а в лицензии прописан язык вещания только русский, башкирского языка в наших вставках, если они появятся, в наших вставках на ОТР не будет. Это нас, конечно же, ни в коем случае не устраивает, потому что мы хотели бы, чтобы жители нашей республики получали в том числе контент на башкирском языке. Подождите, вот эти окна на ОТР, они будут приниматься только на территории республики? Только на территории республики. Ну, а тогда для ОТР должно быть фиолетово, на каком языке вещает? Нет, это сложности юридические. Но это лицензия. Это лицензия, да, и позиция такая, что 80 с лишним регионов, и если национальные республики начнут вещать на ОТР на национальных языках, то по закону ответственность за это вещание будет нести главный редактор, который работает в Москве, и их позиция такова. Коллеги, мы не можем нести ответственность за ваш контент. Я помню историю создания ОТР. ОТР как раз по указу президента тогда Медведева создавался для этого. Ну, да, Азамат, здесь можно долго спорить, но факт остается фактом. Сегодня у нас вот это такая сегодня ситуация. несмотрибельный канал ОТР, его мало кто смотрит. Но он создавался именно для этих целей. Я помню это. Очень даже хорошо помню. Но ситуация такова. Плюс мы совершенно недавно услышали позицию Минкомсвязи такую. Коллеги, вы хотели 3-й региональный мультиплекс? Пожалуйста. Мы сейчас работаем над тем, чтобы дать вам возможность принять соответствующий закон, который позволит вам на уровне региона создавать свой региональный мультиплекс. Многие начали этому решению аплодировать, кроме тех, кто разбирается в этой теме. Почему? Потому что нам сказали, вот хотите мультиплекс, создавайте и оплачивайте его сами. Поверьте мне, это неподъемная ноша даже для такой богатой и мощной республики, как Башкортостан. Потому что стоимость обслуживания одного мультиплекса – это 10 каналов. То есть нам не дают место в 1-м или 2-м мультиплексе, в одном из 20 этих каналов. Нам дают возможность создавать еще 10 своих местных каналов. Даже для такой республики, для такого региона, как Башкортостан, это сейчас в том виде, в котором нам предлагают, не совсем актуально. Почему? Потому что нам, видимо, не нужно 10 каналов, и мы не готовы платить за распространение сигнала 10 каналов. Республика и сами вещатели сделать это не в силу. Ну, просто это если действительно очень дорого. С той же Казанью? Нет, речь идет о том, что у каждого региона, да, своя история. Объединиться с той же Казанью, это в 2 раза дороже выйдет. По большому счету, я, конечно, вот выскажу свою обывательскую точку зрения, раз я тут то обыватель, то профессионал. Если поглядеть на эти 20 каналов 1-го, 2-го мультиплекса, то там, честно говоря, добрая половина, она не нужна. Это, опять-таки, можно спорить много об этом, но... Вот исходя из каких принципов отбирали в этот мультиплекс, Знаете, Азамат, здесь я могу не то чтобы возразить, но все-таки свою реплику внесу. Вот вы сейчас говорите с точки зрения зрителя, но, как телевидение для кого? Many people, many minds, да, сколько людей, столько и мнений. Поверьте, я думаю, уверен, что есть люди, которым важно видеть сигнал канала ОТР того же самого, и ТНТ, и смотреть «Дом-2». Кому-то важно смотреть, извините, вот эти зомбирующие ток-шоу про Сирию, Украину и нехороший Запад, который сегодня просто не сходит с экранов телевизоров на федеральных каналах. Кому-то важно слушать музыку, кому-то важно смотреть телеканал «Спас». Вот. Но, что называется, телевидение — это всегда
такая история на любителя. Нет, однозначно понятно. Наверное, всем мил не будешь и всем не угодишь. Скоро поймут очень многие, что в принципе принцип составления первого-второго мультиплекса, он лишен напрочь здравого смысла. Но я могу в завершении этой мысли сказать, что нас много лет вообще не хотели слушать регионы и голос регионов. Но за последний год Минкомсвязи действительно продемонстрировала возможность и, видимо, желание вступить с нами в диалог. Мы сейчас этот диалог видим, он проходит нелегко, непросто, откровенно говоря, сложно, но уже уступки регионам начались. И я уверен, что мы вместе сообща, таких регионов большое количество, мы все-таки эту тему добьем, и региональные вещатели в цифре все-таки появятся. А известна позиция ВРИО главы Республики Башкортостан Ради Хабирова, потому что, учитывая его напористость и учитывая его передовое мышление, вот он какое мнение высказывает по поводу того, что региональное телевидение, а именно башкирское семейное или башкирское современное телевидение, будем называть теперь уже, приучать людей к этому, все-таки оказалось вне игры, большой игры. Я не буду, конечно же, говорить за него, ни в коем случае. Не, но он как-то озвучивал свое мнение деле, на совещании, где-то в разговоре с вами, с профессионалами. Ну, может быть, я открою тайну, которую не следовало бы открывать. Но я знаю, мы любим тайны. Я точно знаю, что Ради Фаридович погружен в эту тему, более чем погружен. Он знает эту проблему, и, конечно же, он поддерживает здесь позицию, ну, он в первую очередь здесь человек, который защищает интересы регионального телевещания. Могу, может быть, где-то домыслив, сказать, что да, он на нашей стороне. Он понимает, что сегодня республике важно сохранить свое телевидение, важно это телевидение сделать современным, смотрибельным, актуальным, эффективным, нужным, необходимым. И я знаю, опять-таки, что он не раз поднимал эту тему на разного рода мероприятиях, в том числе с участием федеральных наших коллег. Может быть, где-то публично это не произносилось, но до меня донесена такая информация, что в данном случае он за БСТ, за наших региональных. Хорошо, какое-то критическое суждение он высказывал по поводу работы канала, и согласны ли вы с этим? Здесь я оставлю без комментариев, потому что критической оценки... Ну, начальство не обсуждает, естественно. Да, ну, нет. Не, но с чем вы были бы, профессионалы, вынуждены согласиться, потому что взгляд человека нового, человек, свежий взгляд на устоявшую, скажем, систему вещания в республике. Вот он приехал, посмотрел и дружески что-то посоветовал, с которым... Советовал. Я не буду рассказывать, но советовал. Да, он советовал не только мне, он советовал и моим коллегам по телеканалу. Но это были советы. Насколько замечания были правильными? Знаете, я могу сказать, что сегодня мы уже к части его советов, не то чтобы мы прислушались, конечно, ко всем, но часть его советов, они уже находят отражение в эфире телеканала. В том числе были пожелания по определенного рода форматам, передачам, которые мы сейчас формируем, создаем. Поэтому мы сейчас находимся на этапе формирования новой сетки вещания телеканала. Мы начали эти изменения где-то недели 2 или 3 назад, если я не ошибаюсь. Мы усилили информационную составляющую, но мы это сделали для чего? Для того, чтобы мы понимали, что сегодня объективно запрос на информацию у нашей аудитории вырос. Мы это видим по тем цифрам телесмотрения, новостей, информационно-аналитических программ. Пока поэтому, наверное, говорить рано, но вот, Рустам, чтобы вы не пожалели, чтобы ты не пожалел, извини, опять на вы, о том, что пришел ко мне на эфир, ты какую-то вещь хотел важную сказать по интернету. У нас минута осталась, пожалуйста, минута твоя. Ну, я за минуту уже, наверное, не скажу. Ну, полторы. Но тем не менее, да. Когда мы говорим, что БСТ — это современное телевидение, мы говорим о том, что мы сейчас заботимся о том, чтобы у нас было телесмотрение не только в традиционном эфире, но в том числе и в интернете. И сегодня у нас общее количество подписчиков в социальных сетях превышает 300 тысяч человек.
каждый 12-13 житель республики подписан на нас в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке и где угодно. Ну, это хорошая У нас десятки цифра. тысяч просмотров наших новостей в Инстаграме. У нас взрывной рост аккаунта в Инстаграме за последние 1,5 года. Мы выросли с 5-7 тысяч до почти уже 90 тысяч, растем по плюс 200-500 человек в сутки. Мы видим глубокое проникновение и вовлеченность нашей аудитории, и мы видим, что наша аудитория, для нее сегодня не важно, как получать сигнал нашего телеканала, главный контент. Все больше людей в интернете, экономически активного населения в интернете. Поэтому, когда мы говорим про цифровизацию, поверьте, будущее телевидение в перспективе лет через 10, даже цифровое вещание будет настолько неактуально, учитывая то, что сегодня это касается 25% жителей республики. Все остальные уже смотрят либо через кабель, через IP-телевидение, через спутник. Их цифровизация не касается вообще никак. Спасибо большое, Рустам, за такой полный ответ. Я надеюсь, что у БСТ, башкирского современного телевидения, большое будущее. Я в это очень верю. И желаю тебе и твоим коллегам в твоем лице удачи и хорошего, скажем, будущего. Спасибо большое. Мы постараемся. Спасибо. БСТ, Безьякшарак Булдрамус. В эфире была авторская программа «Послесловие». У меня в гостях был Рустам Зарафудинов, генеральный директор Государственного унитарного предприятия ГДК Башкортостан. Всего вам доброго. Никакого секрета.